Уважаемые, добро пожаловать в Египет. Расскажу вам о том, как древние египтяне делали папирусную бумагу, которая является первой бумагой в истории человека. И расскажу про это растение. Это папирусный тростник. Именно с этого растения древние египтяне делали папирусные бумаги. Это растение растет на берегах Нила, и его высота достигает 5 или 6 метров. Очень длинное растение. Древние египтяне именно выбрали это растение по двум главным причинам. Первая причина — его цветок похож на луч солнца, а вторая — стебель тростника имеет форму пирамиды. А пирамида — это символ вечности и долголетия. Как это происходит? Берем небольшой кусок с этого растения, в зависимости от какого размера нужной бумаги, очищаем эту зеленую поверхность, нам надо такая белая мягкая сердцевина. Она очень сладкая, даже в Древнем Египте они кушали это растение. И очень мягкая, легко ломается, потому что она содержит в себе количество воды и сахара. Поэтому надо молотком и скалкой сделать эластичные полоски, чтобы эта белая мягкая сердцевина не ломалась. Это для чего у вас? Я точно знаю. Потом намочили эти эластичные полоски в воде на 6 дней, чтобы уменьшить процент сахара. Если эти эластичные полоски продержатся в воду на 12 дней, темнеют, получаются вот такие темные полоски, потом темная бумага. Это тоже из растения папируса, а не из другого растения. Разница просто цвет, но по качеству все одинаковые. После окончания срока ставили эти эластичные полоски горизонтально и вертикально между двумя плоскостями, но не приплетается. Каждая картина имеет два слоя. Один слой в вертикальное направление, а другой в горизонтальное, без разницы. Все это дело ставится под прессом на 6 дней. Ждать будем? Будем. 6 дней? Есть. Договорились. Благодаря прессу и проценту сахара, который помогает как натуральный клей, эластичные полоски склеиваются друг с другом, наконец мы получаем такую бумагу. Эти бумаги сдаются в Академии искусств в Каире, где наши художники нарисовали все эти картины. Они использовали масло, гуашь, акварель и так далее. Как можно отличить настоящий папирус или нет, потому что в некоторых местах обычно продается в отдельке бумаги. Под цветом мы увидим такие горизонтальные и вертикальные расположения полосок. Одновременно настоящая бумага принимает все краски, особенно масляные. Влага не влияет на настоящую бумагу. Можно намочить в воду и получаем клетку бумагу, можно написать или нарисовать без проблем. И ее можно скручивать, не ломается вообще. Тогда это настоящий папирус, настоящая бумага. При покупке дадим вам тубус с картона, скручивать бумагу, кладется в тубус, будет нормально взять с собой сертификат. У вас не будет никаких проблем во время отъезда. Расскажу вам про самую красивую картину. У нас здесь это семейное счастье или семейное благополучие. Почему эта картина самая красивая и самая важная у нас здесь? Потому что в ней все амулеты, все символы. Тут Анхамули с женой на охоте, она мудрая жена, помогает своему мужу стрелять на уток, цветирует символ любви в семье, живет с головой, амулет символ богатства, пирамида долголетия, вечность, жизнь символ успеха, удачи и решения проблем, богиня Южного Египта символ охраны, защиты, лев символ мужества, картоз символ здоровья. Посмотрите, во что меняется. Энзель Кедес. Эти картины светятся по-другому и меняются изображение. Посмотрите. Энзель Кедес. Совсем другая картина, уважаемые семейное счастье, уже другая картина. Это Киловаттра, 7 символ мудрая женщина, Салута Акамуль, картина, которая означает красоту. Вот эти картины, кошек меняется, а это в ключе жизни или ключ Анха. Вот эта картина, совсем другая картина в темноте. Увидели? Увидели? Кошка символ веселья, счастья, ее зовут Баста. Цена это $1, евро, еще скидка 15%. Все картины в разных размерах. Спасибо за внимание.